Добрый день, уважаемые жюри. Меня зовут Яковлев Айсен. Я ученик 7 А класса Майнской школы имени Филиппа Гавриловича Охлопкова. Тема моего доклада – настольная игра Улугум Билиляхджана с применением QR и AR-технологий. Цель моей работы – разработать настольную игру, где можно познавательно изучить, чьим именем названы улицы села Мая и их заслуги перед Отечеством. Я поставил следующие задачи. Первое – составить список, чьим именем названы улицы. Второе – получить достоверные сведения из местной администрации. Третье – провести анкетирование среди обучающихся нашей школы, насколько они знают знаменитых людей нашего улуса. Четвертое – изучить улицы, названные в честь людей, и какие у них заслуги. Пятое – сбор материала. И шестое – разработать настольную игру. Моя работа состоит из двух частей. Часть первая – это изучение и сбор материалов. Есть такая пословица «История начинается со двора». Исходя из этого, можно сделать и такой вывод, что история улуса отражается в названиях улиц. Стало интересно, почему улицы нашего села названы в честь этих людей. Эта идея побудила меня написать доклад на эту тему. При написании доклада пришел к следующему выводу. Первое. Улицы, названные в честь людей, отражают историю села и всего улуса. Второе. В нашем селе в разные годы жили отважные герои, крепкие труженики, талантливые ученые, известные поэты и писатели. Третье. Название улиц – это зеркальное отражение истории улуса. Актуальность работы. Настольная игра Улугум Билиляхджана, предназначенная обучающимся школой для изучения именитых людей улуса и в честь кого названы улицы села Мая. Игра помогает познавательно изучить именитых людей улуса с раннего класса, формирует у детей понятие патриотизм, формирует интерес к современным технологиям. Правила настольной игры. Пошаговая многопользовательская игра, то есть каждый поочередно бросает игровую кость. Сколько костей выпадет, столько и шагов делает игрок. По ходу игры встречаются отличительные ходы, в том числе и блиц-игра. Чтобы пройти блиц-игру успешно, надо изучить видеоматериал, приложив телефон к фотографии. Каждая блиц-игра состоит из 3 вопросов. Сколько вопросов правильно сделано, столько шагов переходим. Победителем становится тот, кто первым дойдет до финиша. И далее по очереди, соответственно, 2-е и 3-е место. Игра разработана на основе AR и QR компьютерных технологий. Что такое AR-фото? Это изображение с дополненной реальностью, по-другому изображение, как в Гарри Поттере. При наведении камеры на фото оно оживает. Термин QR-код Quick Response переводится как код быстрого ответа. Внешне это квадратный штрих-код, который использовался как способ хранения информации на машиночитаемой этикетке. В заключение хочу сказать, что поставленные цели и задачи были выполнены. Во время работы над проектом узнал очень много полезного. Получил интересной информации при изучении материалов. Получил умения и навыки разработки в современных компьютерных технологиях. Очень рад результатам работы. Сейчас изучаю программно-игровую среду Unity 3D и, в частности, платформу Fovoria Engine для разработки AR-среды и программу для моделирования Blender. В будущем планирую расширить игру, а также разработать собственное приложение с расширенными функциями, соответствующим дизайном, оживлением 3D-моделей и так далее. Спасибо всем за внимание.